вы имеете возможность увидеть самых умных, самых талантливых, самых обаятельных и привлекательных девушек нашей школы. И решить, кто же из них удостоится этого высокого звания «Мисс Выпуск 2017». Представить жюри нашего конкурса, настоящих экспертов и ценителей женской красоты. Поприветствуем аплодисментами наших компетентных и беспристрастных членов жюри. Председатель жюри Евгения Анатольевна Пудова, музыкальный руководитель. Члены жюри: Павлов Анатолий Павлович, учитель технологий. Сивцев Александр Александрович, учитель физкультуры. Таманырова Евгения Анатольевна, педагог-организатор. Маркова Ульяна Семеновна, учитель английского языка. Сегодня девушкам предстоит пройти следующие этапы испытаний. Визитка, выход в образах, интеллектуальный конкурс, конкурс талантов, дефиле вечерних платьев. Представляем наших замечательных участниц. Участница под номером 1, ученица 11 класса, Белолюбская Даяна. Участница под номером 2, ученица 11 Б класса, Строева Наталья. Участница под номером 3, ученица 11 В класса, Семенова Анна. Участница под номером 4, ученица 11 Г класса, Сурова Анастасия. Удачи и везения! Истории нашей школы. Любое знакомство, да и вообще любое общение, начинается с приветствия. Приветствие – это важный обычай, нашедший распространение в нашей повседневной жизни. Здравствуйте, это я. Так называется наш первый конкурс, в котором девушкам предоставляется право рассказать и показать себя. Встречаем бурными аплодисментами участницу под номером 1, Белолюбская Даяна. Здравствуйте, я ученица 11 класса. Мне очень приятно, что вы все пришли. И хочу спасибо сказать отдельно моей учительнице Мирусале Федоровне. И своим одноклассникам, которые меня сейчас поддерживают.
Я ученица 11 класса Белорусская Даяна. Пришла сюда в 6 классе. Сейчас обо мне расскажут примерно классе. Даяна очень ответственный человек. Она командир класса, активный участник жизни класса и школы. Помогает нам новым словом и делом. Даяна очень любит путешествовать, любит туризм. Каждый день проводит на природе. Даяна очень добрая, и она очень любит любовь. Сейчас она находится в 2 площадях. Любимые занятия Даяны. Фотографирование, рисование, игры на хомуте, спорт. Практикуется делать сбил. У нее хорошее чувство юмора, с ней всегда весело и легко. Даяна очень хороший вкус. Умеет создавать свой стиль, стереотипирует свою личность, и при этом у нее очень хорошо получается. Даяна очень Добрая, сильная, красивая, элегантная, стройная. Даяна, мы тебя любим, мы за тебя болеем. Провожаем Даяну. И встречаем участницу под номером 2. Строеву Наталью. Здравствуйте, можно видео? Всем привет, меня зовут Наташа Строева, я участница под номером 2. В своей видеовизитке я хотела бы рассказать историю своей школьной жизни и этим рассказом дать на вопрос, почему я достойна титула «Мисс Выпуск 2017». В 31 школе я учусь с 1 класса, с 2006 года и на протяжении 11 лет с лидером Б. В начальной школе я училась прилежно, на пятерке, но всегда была читала по-русскому. Одноклассники помню очень хорошо, а также помню, как я наворачивала круги по 2-му этажу с лучшей подругой Ванессой. В 2010 году началась средняя школа, период социализации личности и формирования внутренней позиции. Мой класс был сборным, но новые одноклассники оказались все интересными и активными людьми. Образовался такой душевный русский коллектив, среди которых я нашла даже человека, с которым я пойду по жизни, это Даша. С нового класса я активно участвовала во всех мероприятиях в школе, городских, республиканских, была вожатой, выступала ведущей. Благодаря всему этому я развила свои ораторские способности, не боюсь сцены, выступать перед публикой, ну и начинать общение с незнакомыми людьми. В 2014 году семья отправила меня на кастинг модельного агентства «Тайм Модус». Началось мое эстетическое развитие. В основной состав агентства я прошла с максимальным количеством баллов и постепенно с каждым проведенным мероприятием, фотосессией или показом становилась лучше. И в этой атмосфере красоты нет желания стоять на месте, есть только цель стать лучше. Работа в модельном агентстве подарила мне опыт, расширенный кругозор, умение подавать себя, много друзей и знакомых. С переходом в старший класс загорелась мечтой получить красный аттестат и золотую медаль. На 10 классе впервые стала отличницей. Сегодня 29. Тем самым осталось достижение этой цели. Надеюсь, что и другим моим мечтам воплотятся в жизнь, одна из которых стать обладательницей титула «Мисс Выпуск» юбилейного 2017 года. Всем огромное спасибо за внимание. И особую благодарность я хотела бы выразить своему однокласснику Слепцову Михаилу, который сделал это видео за несколько часов. Спасибо, что большое. Мы
Мы благодарим Наталью и встречаем следующую участницу под номером 3. Семенова Анна. Здравствуйте, меня зовут Аня Семенова, я представляю 11 В класс, и можно, пожалуйста, визитку? Спасибо большое. Казалось бы, еще вчера я впервые пересекла порог родной 31-й школы. 10 лет пролетели как один день. За это время школа для меня стала родным домом. Здесь я получаю новые знания. Здесь у меня появились мои друзья. Здесь я занимаюсь спортом, являюсь лидером детского движения «Алые паруса», организовываю мероприятия. И самое главное, я научилась достигать поставленных целей. Наша жизнь как шахматная партия. Есть миллионы вариантов развития событий. За каждым твоим следующим ходом открывается следующий. Чем бы я ни занималась, читала книги, играла на гитаре, смотрела сериал, листала ленту Инстаграм. Лучше живого общения с друзьями ничего нет. Я люблю свою семью, свой город, свою страну. И перед наступающим Новым годом хочу пожелать всем мира и добра. Очень отблагодарить мою маму, которая постоянно, и мою папу, который постоянно поддерживает меня. И желаю, конечно, всем участницам, извиняюсь, удачи. Спасибо большое. Спасибо, Аня. И встречаем участницу под номером 4, Сурову Анастасию. Хоть от тебя я осень, без ума, и нравятся миллионные причины. Дерев прекрасный праздничный наряд, крик журавлей, лукавить я не буду, на хризантемы положила взгляд. Мне любы хризантемы всех цветов, но желтый цвет особенно приятен. В нем солнце яркого лучей поток, и позолота осени наряден цветочков желтых каждый лепесток. На этот раз из всех твоих красот я в хризантемы желтые влюбилась, вдыхаю горьковатый аромат. Ты осень, извини, так получилось, хочу еще влюбиться в листопад. Калейдоскоп событий, дат, случайных встреч, свои и близких фотографии мелькают. Хотя вернуться в прошлое никак нельзя, они о многом говорят, напоминают. Вот фотографии из детства, например, наивно смотрит вдаль красивая девчонка, 2 стебелька в руках, а на ветру шуршит. Из голубого ситца сшитая юбчонка. А вот портрет из славной юности, на нем девчушка скромная в невесту превратилась и пролетела до каких-то цать годков, она по-взрослому и по уши влюбилась. Спасибо нашим участницам. Теперь мы знаем вас намного лучше. Пока жюри подводит итоги первого конкурса, вас поздравит Афанасьева Аделина.
Все мы с детства мечтаем кем-то стать. Кто-то космонавтом, кто-то эстрадной звездой, а кто-то более скромно, агрономом или бухгалтером. После окончания школы перед нами открывается множество дорог, и каждый из нас должен сделать самый ответственный шаг в своей жизни. Очень Выбрать важно. будущую профессию. Очень важно, чтобы способности и черты характера соответствовали твоему виду деятельности. Сейчас мы приглашаем наших конкурсанток на сцену продемонстрировать уникальные способности своей будущей профессии. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I'm moving on. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I'm moving on till I hit the dance floor. Мы приглашаем участницу под номером 1 Белолюбская Наяна. Я выбрала профессию гида, потому что я хочу, чтобы моя работа приносила мне удовольствие. Я очень люблю путешествовать. Хотелось бы побывать на всех континентах мира, ощутить все ее краски и понять новые культуры. Еще в этом году я участвовала в конкурсе «Выбор проф. Якутск» и заняла там 3-е место. Я разработала туристический маршрут по озеру Сайсара, жемчужина города Якутска. На этом все. Спасибо. Участница под номером 2 Строева Наталья. Еще в 9 классе я выбрала для себя профессию косметолога-дерматолога. Еще в 9 классе я выбрала для себя профессию косметолога-дерматолога. Косметолог – это специалист, который знает о коже все и стремится ее улучшить, устраняя различные дефекты специальными препаратами, оборудованием и методиками. Эта профессия имеет много плюсов, которые меня привлекают и подходят именно мне. Первое – это общение с людьми. Мне нравится общаться с людьми, анализировать их характер и узнавать того, чего они хотят, и дарить им то, что они хотят. Второе – это возможность бесконечно развиваться, потому что наука не стоит на месте, надо проходить повышение квалификации и познавать все новое. Третье – это актуальность. Каждый человек заинтересован в красоте и здоровье. Ну, примерно каждый второй и каждый третий имеет проблемы с кожей. Так что это всегда актуально, это всегда всем нужно. Ну и четвертое – это эстетическое удовольствие. Это же так приятно видеть преображение, процесс преображения, увидеть и то, что ты делаешь своими руками, превращается в что-то не очень в конфетку. И это прекрасно. Я просто считаю, что такая профессия мне идеально подходит, и я надеюсь, что я стану хорошим специалистом. Спасибо. Участница под номером 3 Семенова Анна. Я сейчас 11 класс, и в следующем году я хочу поступить на юридический. Вот. Почему на юридический, точнее, кем хочу стать в будущем, это следователь. Да? Ага. Вот. Почему я решила
стать следователем, потому что в детстве я начиталась детективных историй и очень люблю детективные сериалы. Знаете Шерлок, да, сериал? Отлично, вот. Примерно так же хочу, но надеюсь, у меня так получится, вот. Вот, и я очень хочу бороться с преступностью, потому что каждый день читая новости, меня это очень за сердце трогает, и я очень хочу помогать своей родине. Спасибо большое. Участница под номером 4. Сурова Анастасия. Как говорил великий русский поэт Антон Павлович Чехов, в человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Вот теперь-то, друзья, настало время проверить интеллектуальные способности наших участниц. Нашим конкурсанткам предстоит ответить на один вопрос. Как вы знаете, в этом году школа отмечает свой 30-летний юбилей. Какой вы видите нашу школу к следующему юбилею? Какие изменения вы бы внесли? Итак, школа будущая от участницы МИСС выпуск 2016. 17, простите. Вопрос повторяю. Какой вы видите нашу школу к следующему юбилею?
Какие изменения вы бы внесли? Итак, школа будущего от участницы МИСС выпуск 2017. Я бы добавила больше техники в школу, хороших компьютеров, потому что они на данный момент в нашей школе компьютеры все очень медленные, и это не совсем удобно в плане показывания презентации. Допустим, это вызывает затруднение, так как он очень сильно тормозит и виснет. И больше интерактивных досок, наверное, потому что с каждым годом техника, она же идет вперед, а в школе у нас не совсем, так сказать, хорошая вот техника. И поэтому я бы добавила больше, опять-таки, техники. Это был ответ Суровой Анастасии, участницы под номером 4. Через 10 лет я вижу школу такой же, только с учениками получше, которые стремятся... Так как я агитирую стремление к отличной учебе, я хочу, чтобы в нашей школе через 10 лет было больше отличников в каждом классе. Конечно же, обновление, мне кажется, у нас хорошее здание школы, но я хотела бы, чтобы, так как я косметолог-дерматолог, я хочу, чтобы в нашем кабинете, точнее в нашей школе, появился кабинет косметологии, потому что у каждого второго проблемы с кожей. Если мы научим школу сейчас, то в следующем им не нужно будет справляться с этой проблемой. Мне кажется, это актуальная проблема. Ну а также я хотела бы, чтобы учителей подготовили к тому, чтобы они более компетентно относились к каждому ученику, понимали каждого, его особенности характера, его интересы, чего он хочет добиться. Но также желаю школе процветания и всего самого хорошего. Я верю в нашу школу, я люблю нашу школу. Спасибо. Это был ответ Строевой Натальи, участница под номером 2. Так, а школа через 10 лет, да? Туалетные точно поменяются, да, я думаю? Это самое главное, надеюсь, вот, да? И на самом деле я думаю, что школа останется такой же, да? Она будет такой же родной, любимой для всех же, да? Вот, вот, если так посмотреть, я ничего не хочу менять в школе, потому что мне нравится то, какая она есть сейчас. Какая будет в будущем, конечно, это очень важно, да? Может быть, она будет летать, может быть, она переместится в другое место куда-нибудь, да? Я просто хочу, чтобы она была такой же, всегда родной и всегда любимой. Вот. Спасибо большое. Но я также согласна со словами девочек, чтобы школа также оставалась такой красивой, любимой. И хотелось бы, чтобы всегда было тепло, а не холодно. Я думаю, она и сейчас хорошая, и что-то менять в ней, кроме окон и туалетов, ничего не надо. Это был ответ участницы под номером 1 Белолюбской Даяны. Пока наши девушки готовятся к следующему конкурсу, для вас танцуют учащиеся 10 Г класса.
남자들은 탐탐탐 내 입술을 냠냠냠 어디 가도 탕탕탕 등장은 차차차 디자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello bitches 난 지금 어디야 쇼핑 dream Tokyo Wake up in my private jet Made of Ethiopia Living cards in my cow 내가 되게 like out Stop blowing up my phone and won't you hit me up on cacao Diamonds in my grill and I'm my new guy Skin tone to 2 carats gold I got in Dubai My boys won't hesitate to run up on your boy My boys won't hesitate to run up on your boy 엉덩이 팍팍팍 남자들은 탕탕탕 내 입술을 냠냠냠 어디 가도 탕탕탕 등장은 차차차 디자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello bitches Get up, go, and it low, nigga, get up, bound. Couldn't see me with a stubby from my telephone. Любая девушка – это не только ум и красота, но и умение быть талантливой, креативной. И наш следующий конкурс – творческий. Итак, встречаем участницу под номером 1, Белолюбскую Даяну. Также я, как представительница якутского класса, буду исполнять на хамусе.
Встречаем на сцене участницу под номером 2, Строеву Наталью. Всем здравствуйте. У меня достаточно необычный талант, потому что у меня достаточно нестандартные интересы. Я верю в карму, я верю в ауру, я верю в энергию стихий и в баланс удачи. А сейчас и понемногу изучаю астрологию, хиромантию и гадание. Сейчас я на примере 2 человек могу вам показать то, что умею. Настрой приглашает задачу на конфликт. Кто хочет? К сожалению, только надо. Алеша. Настя. Для начала, давайте сначала, получается, астрология. Какой ваш знак зодиака? Телец. Телец. Ваша планета Венера, вы достаточно собраны. У вас такой характер, вы всегда идете с багажом. Чтобы вам идти по жизни, вам нужно всегда иметь багаж. Вы должны иметь состояние, вы у вас кого должны быть деньги, у вас должны быть знания. У вас все так продумано, четко и ясно. Подходит? Подходит? Скорее всего, да. Ваш знак зодиака? Козерог. Козерог. Вы достаточно уверены, вы, получается, всю свою жизнь идете по ступенькам, определенная лестница. Все должно быть четко, ясно, по плану. У вас всегда должен быть план, все должно быть четко и ясно. Второе, это мне нужно, второй этап, это хиромантия, можно вашу правую руку. Так, первое – это линия жизни. У вас линия жизни, она достаточно У вас линия жизни достаточно наполнена, значит, у вас по жизни много энергии. По линии сердца. Линия сердца находится вверху. У вас она не доходит, значит, вы немного... Чувствую, у вас немного такие сдержанные. Да. Так, по линии головы у вас, вы должны от кого-то зависеть, потому что у вас линия головы идет от линии жизни, от начала линии жизни. Вам должна быть какая-то уверенность, вы зависите всегда от какого-то человека. Вот стоит. Более уверен. Так, и у вас есть четкая линия судьбы. Линия судьбы, это значит, что вы все ваша жизнь идет по плану, у вас есть высшие силы, кто вас помогает. У вас есть удача по жизни. Хорошо. Можно вашу ручку? Так, у вас очень странная линия жизни. Видите, она сначала идет более прилегающей к большому пальцу. Значит, вы пол жизни достаточно... Получается, вы сначала по жизни идете свободной энергией, а потом идете достаточно легко. А линия сердца у вас чувство гармонии с собой, потому что они между указательным и средним пальцем. А линия головы у вас тоже, вам нужно иметь какого-то человека, мама, бабушка, чтобы идти по жизни. Но ум у вас достаточно у вас хорошие развитые умственные способности. И можно еще раз. Ну и получается, на полжизни у вас тоже есть линия судьбы и удачи. Да, спасибо, хорошо. И гадание. У вас есть... Так. У вас есть молодые люди? Девушка? У вас есть... Можно полное имя? А можно? А можно количество букв в полном имени? Да. 5. Сейчас погадаю на то, что он вам чувствует.
И она хочет с вами встретиться на том, что и ей очень нравится ваш характер, темперамент. Ну, у вас отношение девушки к вам достаточно интереснее, чем у вас. Огромное спасибо, я люблю, что вы демонстрировали. Встречаем на сцене участницу под номером 3, Семенову Анну. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells
Благодарим наших прекрасных девушек. Да, глядя на талант наших очаровательных участниц, моя душа просто поет, а ноги сами просятся в танец. Я с тобой соглашусь. Сейчас для вас проведет игру выпускник нашей школы Алексей Бурцев. Итак, здравствуйте. Мне понадобится 6 человек на эту сцену. Желающие, пожалуйста. Первые 6. Давайте. Или сам буду выбирать. Давайте руки поднимите, кто хочет. Так, раз, уже есть. Раз. Вася, второй, давай. Третий. Сюда. Четвертый. И еще 2. Еще 2. А подожди, нас только 3. Еще 3 тогда. Так, давайте я сам выберу тогда. Давай, иди сюда, маленький. Давай, ведущий. И еще один. Еще один. Нет? Анька, пожалуйста, выйдите, пожалуйста, на сцену. Вы выйдете, Анька. В зал просит. Да, попросим Аньку. Давайте. Молодцы, молодцы. Прошу чуть вперед, 2 шага вперед, к центру. Да. Сейчас мы поиграем. Сейчас мы поиграем в мою любимую игру. Давайте чуть-чуть, да? Ага. Сейчас мы поиграем в игру под названием «Рыбы, птицы, звери». Да. Давно не играл, надо бы выстрелить, да? Ага. Все, сыграем. Объяснить правила вам? Давайте объясню на всякий случай. Да, тут уже спросили. Сейчас я буду сзади вас ходить. Вы смотрите чисто в зал. Меня здесь нет для вас. Буду сзади вас ходить и говорить рыбы, птицы, звери, рыбы, птицы, звери. Например, я остановлюсь на тебе и скажу рыбы. Ты должен назвать рыбу. Карась! Вот. Но для начала мы, наверное, познакомимся с нашими участниками. Давайте начнем с вас. Какой класс? Как зовут? Я ученик 12 класса. Меня зовут Иванов Игорь. Иванов Игорь, аплодисменты. Как класс зовут? Меня зовут Вера. Какой класс? Я 9, но не здесь не учусь. Хорошо, ну все равно попробуем сыграть. Да. 9 класс, Вера. Дальше. Я Слава. 4 Б класс. Слава, 4 Б класс. Захаров Василий, 11 Г класс. Вася, 11 Г класс. Данил, 10 Б. Данил, 10 Б класс. Головацкий Ханя, 10 Б. Анька, 10 Б. Итак, сейчас мы начинаем. Дается 3 секунды на ответ. Все, начинаем. Рыбы, птицы, звери, 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 звери. Раз. Медведь. Ага, хорошо. Рыбы, птицы, звери, рыбы, птицы, звери, рыбы, птицы, звери, рыбы, птицы, звери, рыбы, птицы, звери. Птицы. Ворона. Звери. Козел. Рыбы, птицы, звери, рыбы, птицы, звери. Птицы. Аист. Ага. Рыбы, птицы, звери. Рыбы. Лосось. Лосось. Молодец. Рыбы, птицы, звери. Птицы. Аист. Аист был. Журавль. Журавль. Ладно, дается, молодцы. Дальше идем. Рыбы, птицы, звери, рыбы, птицы. Пингвин. Рыбы, птицы, звери, рыбы, птицы, звери. Звери. Тигр. Ага. Птицы. Воробей. Птицы. Воробей. Так, я сдаюсь. Так, курица. Хорошо. Все. Теперь никому не дается второго шанса. Дается теперь на ответ 2 секунды. Рыбы, птицы, звери, рыбы, птицы, звери. Раз, два. Ой, птицы. Аплодисменты нашему ведущему. Анюте, спасибо за игру. А мы продолжаем дальше. Звери. Собака. Хорошо. Птицы, звери, рыбы, рыбы. Карась. Осел.
Семга, ага. Птицы, звери, рыбы. Акула. Рыбы, птицы, звери. Бурый медведь. Бурый медведь. Ладно, сойдет. Был обычный медведь, у него бурый. Продолжаем. Рыбы, птицы, звери, рыбы. Ага. Рыбы, птицы, птицы. Птица. Яйца. Цыпленок. Цыпленок. Птицы. Снеги. Хорошо. Рыбы, птицы, звери, рыбы. О! Спасибо Василию. Мы продолжаем дальше. Рыбы, птицы, звери. Не, на меня не смотрите, я же сказал. Что? Рыбы, птицы, звери, 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 рыбы, птицы, звери. Птицы. Раз, два. Не знаю. Ладно, провожаем Веру. Спасибо. Итак, осталось 3 финалиста. Продолжаем игру. Рыбы, птицы, звери, рыбы, птицы, звери, рыбы, птицы, звери, рыбы, птицы. Рыбы. Раз, два. Что? Рыбы. Знаю. Все, спасибо, до свидания. Аплодисменты Анке, и осталось 2 самых быстрых и самых умных, да? Шучу, не умных. Все здесь умные. Давайте продолжим нашу игру. Рыбы, птицы, звери, рыбы, птицы, звери. Птицы. Раз. Гусь. Два. Ага. Рыбы, птицы, звери, рыбы, птицы, звери, звери. Раз. О, молодец! Ой. Давай дальше играем. Рыбы, птицы, звери, рыбы, птицы, рыбы. Стоп. Рыбы, птицы, птицы. Раз. Пеликан. Рыбы, птицы, звери. Белка. Рыбы, птицы, звери, рыбы. Все. Спасибо, Игорю. Ну, Славу я выбрал, конечно же, специально. Самый маленький у нас. Но ты еще не выиграл. Сейчас я задам один вопрос. Ты должен ответить, если выиграешь, что выиграешь. Хорошо? Все. Будь внимательны. Давай. Рыба, птицы. Туда смотри. Рыба, птицы, звери, рыба, птицы, звери, рыба, птицы, звери, рыба, птицы, звери, рыба, птицы, звери. Рыба, птицы, звери, 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 рыба, птицы, звери. Столица России. Москва. О, молодец! У нас появился победитель. Спасибо. Каждая девушка хочет быть романтичной и женственной, загадочной и изысканной. Завершает наш праздник самый яркий, самый торжественный конкурс. Выход участниц в вечерних платьях. Boy,
своих вечерних нарядах. Они грациозны. Кажется, что они не идут, а парят. Они безупречны. Сейчас жюри предстоит принять необычайно трудное решение. Выбрать королеву вечера «Мисс Выпуск 2017». А мы провожаем жюри для принятия решения. А на сцену приглашаем Аделину и Валерию.
Я сразу сказочно стану пока. Каждый честный принц и не все короли. Просто подари мне один только взгляд. И волшебный сон поцелуй подари. И я сразу сказочно стану пока. Каждый честный принц и все короли. Запахи цветов и листы, даже среди лютой зимы, такие снятся мечты. И одни только мы. Не отдам тебя никому. Забудь мир на войну. Когда с победой вернусь, волосы твои отвернусь. Просто подари мне один только взгляд. И волшебный свой поцелуй подари. И я сразу сказочно стану пока. А каждый честный принц и все короли. Просто подари мне один только взгляд. И волшебный свой поцелуй подари. И я сразу сказочно стану пока. А каждый честный принц и все короли. Итак, конкурс «Мисс Выпуск 2017» подходит к своему логическому завершению. А это значит, что вердикт жюри готов. И вот, уже через несколько минут станет известно имя победительницы. Мы просим выйти на сцену всех. Бурными аплодисментами участников конкурса. Давайте же в этот волнующий миг поддержим наших девушек самыми жаркими, самыми энергичными аплодисментами. Слово предоставляется председателю жюри Пудовой Евгении Анатольевне. Андрей! Дорогие ребята, уважаемые гости! Поздравляем вас всех с наступающим Новым годом! Желаем в Новом году много счастья и добра! Итак, настает самый волнительный момент этого вечера. Итак, диплом победительницы в номинации «Мисс Очарование»
Диплом вручается Белолюбской Даяне. Диплом победительницы в номинации «Мисс Грация» получает Струева Наталья. Итак, тишина. Дипломом вице-мисс конкурса «Мисс Конкурс 2017» вручается Семеновой Анне. Стала Сурова. Еще раз поздравляем, аплодисменты. Номинация «Мисс зрительских симпатий». И диплом вручается Семеновой Анне.